мой взгляд, то, что сегодня происходят такие тяжелые политические процессы в нашей стране, это абсолютно закономерное явление. Так должно быть. 3 революции, будем называть это государственным переворотом, неважно. К великому сожалению, те страны, которыми мы очень восхищаемся, а это по объективным показателям западные страны, прошли тот же самый путь, только 200-300 лет тому назад. Они имели бесчисленное количество революций и мятежей, чего стоит только приход к власти Наполеона и установление своей конституции, установление первого парламента Великобритании Оливера Кромвеля и лишение власти монарха, французская буржуазная революция чего стоит, Варфоломеевская ночь чего стоит. То есть мы сейчас проходим естественный этап становления цивилизации и общества, и в этом нет ничего предосудительного. 30 лет жизни человека – это много, практически половина жизни. Но в жизни государства это ничтожно мало, как капля в океан. И мне вот вспоминается, как старый добрый советский анекдот. Что нужно, чтобы стать интеллигентом? Нужно всего-то окончить 3 университета. Только первый должен окончить твой дед, второй твой отец, а потом ты сам. Только в 3-м поколении ты будешь считаться интеллигентом. Так вот, коллеги, на мой взгляд, мы всего-то сейчас на 1-й ступени. Нельзя сесть в 7-й класс, не отмучившись на 1-м и 2-м. Мы проходим естественный процесс. И в этом вопросе радует то, что на территории Центральной Азии мы впереди в вопросах демократизации общества, свободы слова, выборности и сменяемости органов государственной власти. И это естественный процесс. Теперь я хотел бы выразить сугубо свое личное мнение, нужно ли менять Конституцию. На мой взгляд, Конституция, не столько сколько на мой взгляд, столько сколько с юридической точки зрения, как есть. Конституция – это общественный договор. Если оно не устраивает общество, то, на мой взгляд, нет ничего зазорного в том, чтобы ее менять. Давайте посмотрим факты. Вот эта Конституция, принятая в 2010 году, оправдала доверие общества. Возможно, определенной части да. Но факты говорят о другом. 2 прошедших выбора в парламент на основании этой Конституции способствовали тому, чтобы к власти пришли по принципу меритократии самые одаренные и способные граждане. Нет, пришли самые богатые, причем которые нажили свое имущество незаконным путем. А лидеры партий, я особо-то принципиальной разницы не вижу между ними и торговцем за прилавкой колбасным цехом. Золотые мандаты дегендер чыкты. Благо еще был принцип квотирования, были представлены женщины и молодежь. А коллективная безответственность, сколько примеров поменяли. Гимджо перед, черный июль, ковид бойнча. Опять безответственность, благодаря этой Конституции. И я этого мнения придерживаюсь не сегодня, не вчера. Я этого мнения придерживался долго. О том, что ныне действующая Конституция, к великому сожалению, не выполнила свою историческую миссию. И в этом нет ничего зазорного. А что говорят противники того, что нельзя менять Конституцию? В 114 статье этой Конституции отмечено о том, что, джалпахтельмен, вот простым языком скажу, о том, что новая Конституция вообще не может приниматься. То есть говорится о том, что история начинается с 2010 года. То есть автор этой Конституции сказал, хотите ли вы, не хотите, ваши дети, внуки, правнуки должны жить в рамках этой Конституции. Я долго думал, вот какое же творение человека может быть таким, что нельзя его поменять. И пришел к мнению, что есть такие книги, действительно. Это Коран, это Библия. Вот они здесь, я просто не хочу афишировать это. И я изучил. Действительно, в Коране там, как божественное откровение, для верующих говорится, ни одна запятая, ни одна точка не должна меняться до судного дня. В Библии последователи христианства утверждают то же самое. Это как божественное откровение, Слово Божие, оно не должно меняться. Теперь сравним эту Конституцию. Получается, автор претендует на роль Худаюзингечир, Господа Бога. Насколько я знаю, у нас в Кыргызстане есть только один Бог, это Арстан Алай. И, судя по всему, появляются определенные другие кандидаты. Поэтому я считаю, что в этом нет ничего зазорного. Если та Конституция, которой мы способствуем принятию, окажется
такой, что не устроит общество, нет зазорного ее менять. Вот многие говорят, нельзя менять Конституцию. Я был в Грузии, я видел реформы Грузии, я очень восхищен. И в Грузии вносили Конституцию 32 поправки. В Швейцарии с 1999 года вносили 10 поправок. И таких примеров масса. И аргумент о том, что Конституция должна оставаться жесткой по принципу американской, это несостоятельный аргумент.